Министр транспорта и дорог Джамшидбек Калилов подал в отставку. В Кыргызстане увеличилось поголовье скота, что позволило больше производить мясо. Круглосуточный телеканал «Алато-24» по версии журнала «Инсан» признан лучшим по итогам 2018 года. Время новостей на Общественном первом. В студии с вами Нуржама Бурханова. Здравствуйте. Министр транспорта и дорог Джамшидбек Калилов подал в отставку. В соответствии с этим премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев внес президенту представление о принятии отставки главы ведомства Калилова. Напомним, министр был раскритикован президентом Сооронбаем Джейнбековым на заседании Совбеза после того, как замминистра Азимхан Джусубалиев попался на взятки в 50 тысяч долларов, а общая сумма, которую, по сведениям ГКНБ, он должен был получить, составляет более 500 тысяч долларов. Президент посоветовал Калилову написать заявление и уйти с работы на время следствия. По словам Калилова, он принял решение уйти добровольно. У меня нет морального права работать дальше. Я решил написать заявление об отставке, так как не смог предвидеть этот случай. Из-за одного человека падает тень на все министерство. Мы сделали большой объем работы по реформированию и искоренению коррупции в министерстве. Надеюсь, и дальше работа в этом направлении продолжится. В селе Карасакал проживает порядка 500 человек. Жители счастливы, что наконец-то получили доступ к чистой питьевой воде. Всего в этом году чистую воду получили 42 села. Радость карасалцев разделил наш корреспондент Алтынбек Талантбеков. Вместе с жителями села Карасакал радуется и погода. Сельчане впервые за 10 лет получили доступ к чистой питьевой воде благодаря новому водозабору на 200 кубометров, который обошелся государству в 17 миллионов сомов. Доступ к чистой воде получили более 500 жителей села. Они счастливы. По их словам, последние 10 лет воду для питья набирали из арыка, и не всегда это было безопасно для здоровья. В этой воде чего только не было. Попадались даже лягушки. Пить ее было опасно, дети болели. Теперь мы счастливы. Наконец можем, не выходя из дома, набрать чайник, постирать вещи в стиральной машине. Мы эту воду ждали с нетерпением. Спасибо всем, кто помог нам решить нашу проблему. Теперь заживем, как все люди. Аж непривычно, что вода есть по всему дому, даже в душе. В Карасакале ситуация с водой сложилась из-за того, что сельское водоснабжение находилось в бесхозном состоянии. Техническое состояние водопроводной системы интенсивно ухудшалось. На реабилитацию водозабора потратили порядка 17 миллионов сомов. Работы начались в 2016 году. Он построен на бюджетные средства. Это особо надо отметить, потому что на бюджетные средства мы только начали строить 2016 года. Мы стоим на резервуаре. Это резервуар считается накопителем. Значит, вот внизу есть насос. Насосом перекачивают воду в этот резервуар. Потом постепенно, значит, в 24 часа она будет подаваться вот с этого резервуара. В Чуйской области уже 17 сельских округов обеспечены питьевой водой. На эти цели из бюджета было выделено 250 миллионов сомов. Еще 25 сел до конца года получат воду. На следующий год правительство запланировало провести чистую воду еще в 115 сельских округов. В данное время мы проводим переговоры с Исламским банком развития. На следующем году, в этом году мы до конца года подписываем соглашение с Исламским банком развития о выделении 50 миллионов долларов для обеспечения сельских мест Баткенской области и Таласской области. Ранее международными донорами на обеспечение водой уже было выделено 94 миллиона долларов. Всего же без чистой воды на сегодня по стране остаются порядка 600 сел. Как обещает правительство, в течение следующих 5 лет до 2023 года они получат воду. Алтынбек Талантбеков, Чингис Джумагулов, Общественный первый канал. Около 100 улиц Бишкека, у которых нет названий, получат наименование. Со слов вице-мэра Бакыта Душенбиева, у улиц в жилмассиве нет наименований. И когда предстоит получать паспорт, возникает много проблем. В настоящее время вопрос рассматривает бишкекский горкинеш. В
Кыргызстане за январь-ноябрь текущего года хозяйствующие субъекты произвели почти 367 тонн мяса в живой массе, что на 7 тысяч тонн больше аналогичного периода прошлого года. По данным Минсельхоза, увеличение объемов производства мяса в республике произошло за счет увеличения поголовья скота и домашней птицы. Так увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 47 тысяч голов, овец и коз на 55 тысяч, домашней птицы на 237 тысяч голов. Что касается молока, то за последние 11 месяцев объем производства молока составил 1,5 миллиона тонн, что на 30 тысяч тонн больше. Среди студентов кафедры стоматологии КРСУ 3-х и 5-х курсов прошла ежегодная олимпиада, на которой студенты рассказали о профилактике зубных заболеваний среди детей. А чтобы информация была понятна детям, ее подавали в форме мини-спектаклей и сценок. Рассказывает Елена Ткаченко. На этом ежегодном форуме... С детства многим из нас стоматологи кажутся строгими и злыми врачами, посещение которых обязательно должно сопровождаться болью и слезами. Но эти ребята показали, что зубные врачи совсем не такие. Они веселые, творческие, и лечиться у них совсем не страшно. Например, Махлараим Нурдинова с детства мечтала стать доктором, а сейчас она студентка 5-го курса и будущий стоматолог. Я с детства хотела быть педиатром сначала, а потом подумала, раз педиатрию не получилось, значит стоматологию. Мне сейчас очень нравится стоматология. Первое время сложно было, если учиться, то не сложно. Да, мы делали первый раз пломбу с Дильбар Дондоевной. У нее в клинике она нам удаленные зубы давала, которые пациенты оставляют, и мы на них тренировались и учились. Профилактика кариеса и других неприятностей с зубами должна проводиться с детства. Но порой ребенку сложно объяснить, как важно ухаживать за зубами и к каким последствиям может привести пренебрежение гигиеной. Но студенты кафедры детской стоматологии постарались сделать серьезную информацию доступной для детского восприятия. Им, конечно же, помогли преподаватели. Это ежегодная олимпиада, которая проводится или в начале, или в середине декабря, прямо перед новогодними праздниками. Стараемся создать такое небольшое праздничное настроение даже у студентов перед сессией. Целью мероприятия является, конечно, прежде всего пропаганда здорового образа жизни, пропаганда мероприятий стоматологического профиля, ведь все здоровье человека начинается именно с полости рта и прежде всего с детского возраста. Конечно, мы стараемся внедрить, научить своих граждан, маленьких граждан правильным мероприятиям, но прежде всего это работа, конечно, детского стоматолога, и так как на кафедре детской стоматологии именно выращивают таких докторов, это их основная задача. На олимпиаде, которая проходит среди студентов 3-го и 5-го курса, участвуют более 20 команд. Но и преподаватели, и даже декан не остаются в стороне. Именно стоматологи этой кафедры, для них это не первый случай уже, когда все это ярко, костюмировано. Если они декана обрядили, понимаешь, в Зевса, я не возражаю. Так это ничего еще на этот раз. Пару раз я Дракулой выступал. Это вообще кошмарный образ, понимаете, такой кровожадный. И тем не менее, все всегда у нас заканчивается здесь без кровопускания. И хороший праздник, в общем-то, для студентов и для педагогов. Они тоже с удовольствием в этом участвуют. Быть детским стоматологом – профессия сложная. Работать с детьми всегда ответственно и непредсказуемо. Но, похоже, такие веселые студенты, став врачами, обязательно смогут найти подход и вылечить даже самого капризного и пугливого малыша. Елена Ткаченко, Сиязбек Нурманбетов, Общественный, Первый канал. Круглосуточный телеканал «Ала-То-24» признан лучшим по итогам 2018 года. Журнал «Инсан» провел среди своих читателей опрос и выбрал победителей по нескольким номинациям, в том числе «Человек года», «Лучший телеканал» и «Лучшая организация». Все они внесли особый вклад в развитие страны, сказал главный редактор журнала. Накануне состоялось награждение победителей. Эти и другие новости доступны в мобильном приложении «Ала-То-24». Хорошего вам отдыха!